В Бердигистях горного улуса начинается открытие спартакиады игры Манчары. И хочется сразу же отметить магию чисел, которая интересным образом сложилась в этом году. Ведь это 21-я спартакиада в 21 году, в 21 веке. По известным причинам в этом году все мероприятия пройдут без зрителей, но у каждого будет возможность увидеть все мероприятия в прямом эфире. Национальная вещательная компания «Саха» будет транслировать соревнования на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт», а также на YouTube-канале, в соцсетях и радио Тетим. Ну и сейчас мы видим, как наши почетные гости вступают на арены стадиона Чипчал в селе Бердигистях. А сегодня на этом открытии настоящего масштабного праздника спорта, масштабного спортивного форума присутствует министр спорта, дорогие друзья, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, заместитель председателя правительства Республики, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению 21-й спартакиады игры Манчары Сергей Местников, а также председатель постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Дмитриевич Гуляев. Ну и, конечно, министр по физической культуре и спорту Республики Иннокентий Григорьев и один из первых организаторов спартакиады по национальным видам спорта игры Манчара Афанасий Алексеев. Также, конечно же, глава муниципального района Горный Улус Никита Андреев. Все наши почетные гости уже прошли к своим местам. И хотелось бы, конечно же, сразу же отметить для вас, дорогие телезрители, то, что впервые в истории якутского спорта, наши соревнования посещают сразу как министр спорта страны и, конечно же, президент Олимпийского комитета России. То есть это говорит о том, что действительно эти наши масштабные соревнования вызывают интерес у представителей спортивного руководства страны. Это действительно уровень, друзья. И в программу включены... Давайте послушаем. Чипчал стадион. Саха национальный спортун көрүңнеригер, Бердигистях селенетигер, Ну и сейчас диктор на арене будет также представлять почетных гостей, которые присутствуют на открытии наших комплексных соревнований. Ну а пока мы, давайте, пользуясь, заминкой, ну, нам показывают панораму. Как вы можете видеть, дорогие друзья, красивый вид. Это новый объект, который был построен специально для 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Стадион называется Чипчал. Как мы видим, тут имеется футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, теплый легкоатлетический манеж. Конечно, этого в кадре пока нету. Но я могу добавить то, что тут основные трибуны, они рассчитаны на 1000 мест. Также тут имеются мобильные передвижные трибуны. Если их всех расставить, то вместимость стадиона увеличится до 4000. То есть, согласитесь, это очень большой, вместительный, современный спортивный объект, который примет на протяжении всех этих 5 соревновательных дней сразу несколько дисциплин. Сегодня, кстати, тут уже проводились соревнования. В программу игр включены 11 видов спорта. Это северное многоборье, стрельба из лука, якутские прыжки, настольные игры, хабалыки-хамыска, гиревой спорт, пулевая стрельба, масс-рестлинг, легкая атлетика, борьба хапсагай, национальное многоборье и конные скачки. Ну и сегодня в рамках первого соревновательного дня уже стартовали состязания, то есть уже началось выявление победителей и призеров. Сегодня у нас прошли первые состязания по северному многоборью, по национальному многоборью, якутские прыжки, стрельбе из национального лука, стрельба из винтовки. Также прошло взвешивание спортсменов гиревого спорта. Ну, то есть, действительно, у нас уже соревнования стартовали, и завершением первого состязательного дня у нас является это прекрасное действие, торжественная церемония открытия. И, как правило, дорогие друзья, бывает так, что такие масштабные спортивные события всегда открываются тоже так же очень зрелищно и эффектно. Нам с тобою вручен мир удивительной радости. Спорт
Ну, мы знаем то, что если говорить о масштабах, да, конечно, мы не можем не говорить о цифрах, количестве участников. Ну, по последним данным, если я не ошибаюсь, да, вот у нас аккредитацию прошли порядка 1900. 1850 спортсменов, если быть точными, 250 судей, 175 волонтеров. Общее количество участников вместе с культурной программой и со всеми остальными порядка 6500 человек. И надо для справедливости ради сразу отметить, что обязательным требованием к аккредитации было наличие вакцины или свежей справки ПЦР. Да, и, конечно, по понятным причинам у нас на спортивные объекты не допускаются зрители. И, ну, это, конечно, да, к сожалению. Но, во всяком случае, праздник спорта, он у нас стартовал. И, конечно, мы уверены, что он пройдет на высоком организационном и спортивном уровне. И так как трибуны закрыты для зрителей, конечно, тут на выручку приходят наши трансляции. Да, у нас в Вердигостях, кстати, тоже интересная цифра, да, приехало ровно 100 сотрудников национальной вещательной компании «Саха», которые вот как раз-таки трудятся ежедневно для вас, дорогие телезрители, чтобы обеспечить ваши информационные запросы. В Вердигостях мы ведем прямые трансляции по всем видам спорта. Самые интересные моменты мы показываем. Также ежедневно для вас выходят дневники самой свежей информации с последними итогами. Будьте вместе с нами. Также вы можете отправлять свои фотографии с хэштегом «Болельщики игр Манчары 2021» и «Манчары Нюлар Гарбитгей». Давайте все покажем, как Якутия может объединяться, и поддержим наших спортсменов. Прямо сейчас праздник спорта проходит в Горном Улусе, в селе Вердигостях. Если говорить об Улусе, то в его состав входят 9 муниципальных образований, объединяющих 16 населенных пунктов. Горный граничит с Верхневилюйским, Кобяйским, Вилюйским, Алекминским, Хангаласским и Намским Улусами. Главной водной артерией является речка Мата, которая будет красиво обыграна во время театрализованного представления. Вы все увидите. Оставайтесь с нами на нашем канале. Также на территории Улуса есть многочисленные озера. Природа Горного Улуса живописная, притягательная. И, конечно же, особый интерес представляют финские столбы. Ну и, безусловно, все особенности, да, вот, природы, культуры и быта Горного Улуса, они, как вот ты сказала, да, Мария, они, конечно же, будут отражены вот, в самой церемонии открытия, в частности, в ее театрализованной, да, вот, части, конечно. И вот мы видим то, что на поле появляются талисманы игр. Первым на искусственное покрытие стадиона Чивчал вышел лось. Если говорить о талисманах, то их всего 3. Это первый талисман — это лось по имени Тургун, символ Горного Улуса, который символизирует легкую атлетику. Основные качества — это быстрота, ловкость, олицетворение силы, энергии и стремления к победе. Ну и лось отображен на гербе. Да, на гербе вы наверняка Улуса. все уже заметили. И лось является частью культурного и духовного наследия народа Саха. Вторым талисманом является бизон Берген, который олицетворяет, в свою очередь, все физические и моральные качества чемпионов. Ему присущи такие качества, как стойкость, упорство, терпение. Он отличается щедростью и добротой, отражает силовые виды спорта. Вот как раз мы сейчас видели, да, как у нас бизон выполняет, да, вот, переноску камня. Показывая свою силу. Ну и третий талисман. И третий талисман — это цветок Кырсада, символ красоты и грации. Автор и художник талисманов Александр Алексеев. Купальница — это цветок Кырсада, растущий на лугах Горного Улуса, символ красоты, счастья и благополучия. Она соединила в себе оптимизм, трудолюбие, устремленность к жизнерадостности и здоровью. Спортсменка Кырсада представляет полевые виды спорта.
Ну и вот мы можем заметить в ее руках лук, классический лук. Да, дорогие друзья, у нас любой спортивный форум, именно масштабный, да, он не может обойтись без талисманов. Это всегда они имеются в любых таких масштабных соревнованиях, и, конечно же, игроманчары не стали исключением. Каждые игроманчары представляют своих талисманов на открытии, и мы, вот, например, все эти 3 талисмана можем увидеть сейчас везде, практически в Бердигастяхе. Ну и продолжают красоваться талисманы перед камерами и перед почетными гостями церемонии открытия. Но мы сразу можем сказать то, что на церемонии открытия, да, в церемонии открытия примет участие просто колоссальное количество человек. Да. Это порядка 1300 тысяч человек, которые с Якутска, делегация приехала сюда порядка 2 недель назад. Прошла огромная работа, задействованы жители со всех наследков горного района, дети. Вы все это увидите, очень красочно, масштабное событие. Но цифры, конечно, действительно впечатляющие. Что гарантирует действительно масштабное и зрелищное действие. Ну и мы видим, как на дорожку, да, на беговую дорожку стадиона Чивчал вступает колонна в атрибутике, в футболках, в формах федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Дорогие друзья, вот мы знаем то, что в ходе реализации, да, данного проекта в скором, уже в ближайшем времени, этот тур должен пройти по нескольким городам страны. Амбассадором федерального проекта в Бердигастяхе выступила легкоатлетка, 5-кратная чемпионка России Сардана Трофимова. В каждом городе местные жители смогут зарядить наших атлетов. Сегодня во время открытия федерального проекта вручили государственные награды и звания мастеров. Также провели мастер-классы и забег на 1 километр. Ну, федеральный проект, конечно же, имеет множество направлений, и проект нацелен на то, чтобы, конечно же, создать для всех категорий и групп населения условия для занятий физкультурой, массовым спортом, чтобы спорт стал действительно нормой жизни для каждого из нас. Ну, как известно, наша республика по праву считается одним из самых спортивных регионов страны. Об этом говорят и цифры, да. По последним данным нашей республики, систематически занимается спортом и физической культурой более 40% населения, то есть всего региона. То есть, согласитесь, действительно впечатляющие цифры. Действительно, у нас в Якутии очень горячо любят спорт, как и заниматься им. Да, у нас например, возьми любой вид спорта. Ну, предположим, есть свои любители. Да, волейбол, например. Волейбол играет во всех улусах. В одном, например, городе Якутске по этому игровому виду спорта проводятся регулярные игры. То есть это громадные цифры. Ну и, конечно же, мы не можем не говорить о национальных видах спорта. Национальные виды спорта у нас в республике, конечно же, пользуются просто бешеной популярностью. В первую очередь, это же, конечно, борьба хапсагай, масс-рестлинг, который давно уже вышел за пределы республики. Сейчас им занимается по всему миру, проводятся чемпионаты мира. Вот именно для популяризации, да, национальных видов спорта проводятся столь замечательные масштабные соревнования. Ну а сейчас на дорожку стадиона Чивчал вступают, как я понимаю, участники. Главные герои да? данного праздника, 21-х игр, 21-й спартакиады в 21 веке. Ну и вот видим мы участников, как мы уже сказали, 1850. 1850, все Да. верно. 1850 это, речь идет именно о делегации, да, о делегациях, о команд участниц, то есть спортсмены.
Ну и вот мы видим, как они вступают. Абыйский Улус сейчас на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Спортсмены разделены на 4 группы, будут выступать, будут соревноваться каждый в своей группе. В первой группе 10 команд, во второй, во второй 10, в третьей 9 и в четвертой 11 команд. Да, по традиции, да, у нас выявляются победители в 4 группах, в которых команды разбиты по территориальному расположению. Ну а мы сейчас, конечно же, будем приветствовать, чуть не сказал чествовать. Чествовать еще рано, конечно, подведем итоги позже. У нас соревнования только начинаются. Сейчас мы с большим удовольствием приветствуем всех участников спартакиады, дорогие друзья. Диктор на арене по одному называет каждый улус, да? Каждую команду. Только что мы видели Абыйский улус. С Абыйского улуса приехали к нам 19 спортсменов. Амгинский улус на эти соревнования привез команду в составе 71 человека. Капитаном команды является Леонид Филиппов, наш известный спортсмен, многоборец. Он должен был идти в первых рядах. Анабарский улус на ваших телеэкранах, дорогие друзья. 30 спортсменов приехали к нам посостязаться, проверить свои силы на играх Манчары. Ну вот мы видим вот колонна, да, амгинского улуса. Конечно, у всех прекрасные отношения, настроение. Сейчас действительно вот одно удовольствие находиться в Бердигостях и работать для вас, дорогие телезрители. Вот, несмотря на то, что на объектах, да, вот нету зрителей, болельщиков, да, все равно чувствуется вот атмосфера действительно праздника спорта. Булунский район перед вами, команда Булунского района. Верхневилюйский улус. Верхневилюйский. 60 спортсменов. У каждой команды своя отличительная форма. Да, конечно, вот в спартакиаде, да, вот традиционно все команды очень хорошо готовятся не только в плане тренировок, да, но и, конечно же, они заранее изготовляют вот специальные формы. Это касается и нашей творческой группы. НВК тоже вот приехал сюда в своих фирменных футболках. Головных уборах. Головных уборах, да. Ну и, конечно, и волонтеры, которые являются неотъемлемой частью в плане организации таких масштабных соревнований. Они тоже в специальных формах, они сейчас их можно встретить везде, в Бердигостях, и они всегда рады помочь участникам и каждая команда несет свой герб, их приветствуют талисманы игр. Что, конечно же, символично, это как благословение перед началом соревнований. Впереди еще 4 соревновательных дня, и в воскресенье мы подведем общий итог. Тоже встретимся здесь же, на этом стадионе Чепчал. Диктор на арене объявляет о том, что на стадион вступает команда городского округа Жатай. Ну, мы можем сразу заметить, да, то, что скромная такая делегация у нас из Жатая приехала в Бердигостях. 9 человек в сумме, да, 5 спортсменов. Ну и остальные, получается, 4 это представители тренерского штаба и медперсонала. Кобяйский район, Кобяйский улус сейчас вступают на дорожку стадиона Чепчал. Ну и, конечно, все талисманы, да, вот на правах хозяев, да, соревнований встречают всех участников спартакиады. Ну и видим, как эта могучая колонна идет вдоль трибун.
Каждый излучает радость, гордость за то, что вступили на землю горного Улуса в село Бердикистяк, самый эпицентр праздника спорта. Именно сегодня, именно здесь начинается история 21-х игр. Мегина Кангаласский Улус на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Ну, наверное, самый короткий путь, наверное, да, вот соседи из Мегина Кангаласского Улуса. Что касается этой команды, то делегация состоит из 71 человека, 60 спортсменов и 11 представителей тренерского и медицинского персонала. Мирнинский район. Алмазный край. 39 спортсменов будут соревноваться здесь. Следом за Мирнинским районом у нас идет Момский Улус. Но тут, конечно, да, вот важно отметить то, что у нас соревнования являются комплексными, да, проводятся по 11 видам спорта. И всегда очень интересно наблюдать за тем, как у нас развивается борьба, да, в каждой спартакиаде, потому что, например, в обычных соревнованиях займешь там последнее место, ну, как бы, ну, понятно, ну, печально. Да? А тут, например, даже если предпоследнее, это может сыграть роль. Каждое очко на вес золота, этим и очень интересна спартакиада, и поэтому у нас тут борьба в каждом виде спорта идет до последней секунды, до последних метров. Это все очень замечательно. Продолжается парад участников 21-й по счету спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Вот мы видим, как дружной колонной, команда за командой. Стадион наполняется спортсменами, лучшими из лучших со всех улусов нашей необъятной республики. Нерингринский район вступает на дорожку стадиона Несут Чепчал. свой герб спортсмены с гордостью. Конечно, это ведь большая честь, да, представлять цвета, защищать цвета района на столь крупных соревнованиях. Это действительно Нюрбинский район. ответственная задача. Нюрбинский Улус, ну, 71 человек. Одна из крупных делегаций. Да, одна из самых многочисленных делегаций. 60 спортсменов, если быть конкретнее, и 11 представителей Команды. Да. Ну и хотелось бы отметить, да, то, что вот стадион у нас, напомнить, да, вернее, стадион у нас вмещает 4000 людей, то есть не было бы пандемии, да, вот я просто не представляю, какая сейчас атмосфера царила бы внутри этого спортивного объекта. Спартакиада — это не только праздник спорта, но хочется отметить то, что это вложение в развитие, в будущее всего Улуса. Спорт — норма жизни, как говорится. Конечно, действительно. Ну и у нас, помимо спортивной программы, да, у нас есть и культурная программа. Также вот в рамках различных проектов у нас будут и мастер-классы. Ну и, конечно, все эти мероприятия пройдут при соблюдении всех мер. Предосторожности. Да, конечно же. Ну, 1850 спортсменов, как мы уже говорили, да, неоднократно. Согласитесь, цифры очень и очень впечатляющие. Ну и еще раз отмечаем, что обязательным условием для аккредитации на эти соревнования являлось наличие справки о получении 2 компонентов вакцины, ну, либо же свежая справка из ПЦР, да? То есть все меры предосторожности не соблюдаются. Среднеколымский Улус на наших экранах. Спортсмены в белом. Среднеколымский Улус. Среднеколымский Улус. Цвета Среднеколымского Улуса
Мы увидели, да, то, что, в принципе, это такая впечатляющая делегация прошла. 45 человек. Сунтарский Улус идет следом. Но тут тоже делегация такая приличная. 71 человек, 60 спортсменов и 11 представителей тренерского штаба и медперсонала. Если возвращаться к культурной программе, то организаторы собрали для нас с вами разнообразную культурную программу во время проведения игр Манчары. Так будут проходить персональные фотовыставки Алексеева, фотографа, выставка коллекции рационализатора Захара Павлова, ретро-техника. Будут экспозиции, посвященные спорту и истории игр. Фотовыставки игры Манчары в лицах, выставка «Спортивная жизнь сборного Улуса», конкурс выставка Манчара Онюлара Урантарбахджуютюгер, выставка спортивных снарядов учителя новатора физической культуры Сидорова. Также еще много-много интересных проектов, в том числе конкурс красоты талантов Тырса Дако, который пройдет завтра. Да, и этот конкурс будет также транслироваться на наших телеканалах, дорогие друзья. Будьте Итоги, конечно же, каждый вечер вы можете посмотреть на дневниках. Да, обязательно. Продолжаем приветствовать участников главного старта спортивного четырехлетия нашей республики, дорогие друзья. Не ошибемся, если назовем данные комплексные соревнования Якутской Олимпиадой. Не ошибемся, потому что игры проходят с лозунгом «От игр предков к высотам Олимпа». Прекрасный лозунг, который действительно вдохновляет, да, может вдохновить молодое поколение, подрастающее поколение к занятию спортом и физической активностью. Действительно, занимаясь спортом, мы совершенствуемся, стремимся к новым целям, многому учимся. И действительно, хотелось бы, чтобы такие мероприятия вдохновляли Усть-Майский Улус участников и перед вас. вами. 12 спортсменов. Устьянский Улус. Ну и следом колонна Устьянского Улуса идет. Устьянский Кангаласский Улус. Идем далее. Кангаласский Улус, дорогие друзья. Кангаласский Улус, капитан команды, пятикратный победитель игр Дыгына Егор Филиппов. Одна из многочисленных команд, 60 спортсменов будут представлять свой Улус на этой спартакиаде. Мы видим, как все спортсмены радуются, как все вдохновлены, готовы к спорту, к соревнованиям, доказать, что они лучшие из лучших. Эвено-Бедантайский Улус сейчас пройдет перед трибунами, перед почетными гостями, перед нашими телекамерами. Ну и, конечно, мы видим то, что у всех с настроением все в порядке. Сегодня официально дается старт долгожданному спортивному событию. Очередной 21-й по счету спартакиаде по национальным видам спорта игры Манчары. Ну и команда города Якутска, сборная столицы нашего региона, вступает на беговую дорожку стадиона Чепчал. Ну и, конечно, колонну возглавляет мэр города. И, конечно же, представители спортивного руководства столицы республики. Арктический государственный агротехнологический. Ну и, конечно, у нас принимают участие в этих состязаниях ведь не только, да, вот сборные команды городов и муниципальных образований, а также, конечно же, сборные учебных заведений республики. Так, у нас
агротехнологический университет. Да, сейчас идет. И также у нас еще и сборная Северо-Восточного федерального университета выступает на этой спартакиаде. Конечно, у нас учебные заведения, да, высшие учебные заведения, средние, специальные, они вносят неоценимый вклад вообще в развитие спорта и, конечно же, в подготовку кадров для сборных команд республики, так и сборных команд России. Спорт у нас, конечно же, продвигается, популяризируется очень активно во всех учебных заведениях. И спортивные достижения студентов этих учебных заведений являются прямыми тому доказательствами. Ну и вот Северо-Восточный федеральный университет, команда студентов идет. Сборная СВФУ, конечно, у нас выступает всегда во всех стартах, будь это вот такие комплексные масштабные соревнования или же вот двухдневный, например, кубок города, да, допустим, по какому-то игровому виду спорта. СВФУ у нас всегда в первых рядах. На дорожку вступают хозяева данной спартакиады, команда Горного Улуса, первая команда. Надо отметить то, что Горный Улус представил на этой спартакиаде две команды. На правах хозяйки, да, на правах хозяев соревнований, получается, две команды по 40, если не ошибаюсь, по 40 человек. Ну, две команды. Ну, то есть у нас протокол так и идет. Вот, Горный 1, Горный 2. Интересно, конечно, по какому принципу там разбили спортсменов. Может быть, вот, например, первые номера, вторые номера. Но мы с этим еще, конечно же, разберемся, дорогие друзья. Ну что ж, можно считать, то, что парад подходит к своему логическому завершению. Все спортсмены прошли перед трибунами. А мы напомним, что общее количество равняется следующей цифре. Да. И все они вот прошли перед трибунами, перед нашими телекамерами, перед почетными гостями, поприветствовали друг друга. И в скором времени, конечно же, у нас начнется театрализованная часть церемонии открытия. Дорогие друзья, мы, конечно, с большим удовольствием будем наслаждаться этим зрелищем вместе с вами. Талисманы игр продолжают радоваться, танцевать. А пока давайте гостей. немножко приоткроем завесу историю. Родоначальником самого масштабного спортивного события народов Якутии, спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары, является авторитетный спортивный руководитель республики Афанасий Егорович Алексеев. Слово для рапорта предоставляется председателю Организационного комитета по подготовке и Но мы еще к истории обязательно вернемся. Ну а сейчас слово предоставляется председателю Организационного комитета по подготовке и проведению 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. В гостях заместителю председателя правительства республики Сергею Местникову. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые участники, судьи, организаторы и гости, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. 14 августа 2017 года распоряжением главы Республики Саха-Якутия было принято решение о проведении 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары в селе Бердигестях Горного Улуса. Организационным комитетом по подготовке и проведению спартакиады в составе 19 рабочих комиссий проделана огромная работа по всем направлениям. В 21-й спартакиаде по национальным видам спорта игры Манчары в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» введен многофункциональный спортивный комплекс, а также построены стадион на 1000 мест с мобильными трибунами на 3000 мест, универсальный стрелковый комплекс,
универсальная спортивная площадка с трибуной на 150 мест, ипподром. Введены работы по ремонту внутрипоселковых дорог села Бердигестях, обновлены инженерные сооружения, объекты жизнеобеспечения, а также благоустройство социально значимых объектов и территорий населенных пунктов. Для размещения и питания участников и гостей спартакиады готовы и обновлены технологическими оборудованиями 24 объекта. Жители Улуса проделали большую работу по подготовке и проведению игр и встрече участников и гостей. Особенностью 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры «Манчары» является обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и требований. Приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности и здоровья граждан. В спартакиаде принимают участие 1850 спортсменов из 40 команд и 248 судей спортивных соревнований. Соревнования проводятся по 11 видам спорта и будут разыграны 174 комплекта медалей. В рамках спартакиады проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности» с международным участием и дан старт федеральному проекту «Спорт Норматур». Бердигестях готов к проведению 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры «Манчары». Рапорт сдан. Почетное право от для торжественной организаторов клятвы от данной имени спартакиады, участников и этот рапорт у нас 21-й спартакиады по национальным видам озвучил спорта Сергей Васильевич игры Местников. «Манчары». Слово предоставляется мастеру спорта по якутским прыжкам Ну и и сейчас, национальному после рапорта, многоборью, от рекордсмену организаторов, и сейчас Республики по будет, якутским как я прыжкам, понимаю, клятва от пятикратному от спортсменов. Спортсменов ее озвучит пятикратный чемпион игр Дыгына Егор Филиппов. От имени всех спортсменов, участников 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры «Манчары», торжественно клянусь выступать на спартакиаде с полной отдачей сил, показать высокое спортивное мастерство, высоко нести честь спортсмена и бороться за победу честно, уважая достоинство соперника, соблюдать все правила соревнований во славу спорта и во имя чести своих команд. Слово для торжественной Это клятвы был мастер от спорта по имени якутским судей прыжкам и национальному предоставляется многоборью, главному рекордсмен судье республики по спартакиады, якутским прыжкам судье всероссийской Егор категории Филиппов. Семену Иннокентьевичу Капитан Говорову. сборной Хангалского Улуса. Добавим. А прямо сейчас главный судья спартакиады, От имени судей 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры «Манчары» торжественно клянусь выполнять обязанности высокой ответственности, уважая и соблюдая правила соревнований, создать все условия для честной спортивной борьбы, достижения высоких спортивных результатов. Ну, прозвучали, да, клятвы Внимание! со стороны На спортсменов, теперь стадионе клятва флаг от 21-й главного судьи спартакиады по национальным спартакиады видам спорта Семена Иннокентьевича игры «Манчары» Говорова. в селе Бердигестях. Ну и получается, у нас практически все готово для того, чтобы официально, да, объявить о старте этих комплексных соревнований. У нас будет и церемония поднятия флага спартакиады, будет, конечно же, церемония зажжения огня игр. Это мы немного забегаем вперед. Ну, что будет у нас? А сейчас вот вносят флаг. Официальный флаг вместе с гербом этой спартакиады, 21-й спартакиады. Несут флаг Наталья Леонтьева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Сунтарский Улус.
Также в числе флагоносцев Владимир Аленов, представитель горного улуса, мастер спорта России по гиревому спорту, многократный чемпион республики, призер чемпионатов России, Европы и мира в дисциплине длинный цикл. Далее Наталья Черноградская, Верхневилюйский улус, мастер спорта России международного класса по масс-рестлингу, чемпионка России, Европы и мира, победитель Кубка мира. По борьбе Хапсагай, чемпион Также у нас в числе этих спортсменов, да, Евгений Алексеев, представитель Усть-Алданского улуса, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта республики по борьбе Хапсагай, чемпион республики, двукратный абсолютный чемпион республики, многократный абсолютный чемпион республиканских турниров. Кай Адамов, горный улус, мастер спорта республики по якутским прыжкам, многократный чемпион республики, рекордсмен по якутским прыжкам. Ну и Георгий Сафронов из Аймяконского улуса, мастер спорта республики по северному многоборью. Он дважды поднимался на высшую ступень первенства России по этому виду спорта. Также он является рекордсменом России среди юниоров по прыжкам через нарты. Лучшие из лучших сейчас несут флаг игр, флагштоку. На гербе спартакиады мы видим символ горного улуса, это лось. Да, красуется он на этом флаге 21 по счету спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Ну и мы видим, да, то, что на флагштоках у нас висят, развиваются флаги Республики Саха-Якутия, флаги России. И сейчас рядом с ними будет флаг игр. И на протяжении всех вот последующих, получается, у нас 5 соревновательных дней в общей сложности. И до конца игр этот флаг будет висеть на этом флагштоке, красоваться над просторами стадиона Чепчал. На ваших экранах спортсмены, которые расположились на трибунах, и прямо сейчас на флагштоке поднимается нас приветствует символ, талисман, игр, лось. Ну, мы видим то, что, да, я думаю, телезрители, конечно же, могли задаться вопросом, да, то, что кто же у нас сидит на трибунах. Это сидят, собственно, участники соревнований. У всех они аккредитация, то есть они получили допуск к спортивным Это объектам. наши главные герои, наши Да. спортсмены. Ну и флаг поднимается, дорогие друзья. Флаг 21 по счету спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары, дорогие друзья. Ну что ж, флаг поднят. Ну и аплодисментами встречают, конечно же, поднятие флага участники состязаний. Ну и мы, конечно же, выражаем уверенность в том, что соревнования у нас пройдут И очень пусть этот зрелищно. флаг станет символом дружбы и спорта. Безусловно. Ну и будто бы подтверждение, да, твоим словам, Мария, вот на трибунах Уруэйхал скандируют все участники из всех уголков республики. Действительно, спорт объединяет. Это одна из важнейших задач вообще спорта. Ну и мы видим, как участники с волнением и с интересом ждут, что же будет дальше, что нам подготовили организаторы спартакиады в рамках вот торжественной церемонии открытия. И видим наших почетных гостей спартакиады. Мы напомним, что впервые, да, у нас вообще в истории республики наблюдается такое, то, что наши спортивные соревнования вот посещает такая вот внушительная, да, делегация, в состав которой у нас вошли министр спорта России Олег Матыцин, а также президент Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков. Ну и, конечно, рядом с ними у нас
глава Республики Айсен Николаев, ну и представители организационного комитета и спортивного руководства республики. Нас приветствуют талисманы. Напомним, что это лось Тургун, бизон Дерген и цветок Кырсада. Ну и волна пошла по трибунам стадиона Чепчал в Бердигостяхе, дорогие друзья. Согласитесь, захватывающее зрелище. Это участники, еще раз отмечаем то, что это участники спартакиады. Сейчас располагаются на трибунах стадиона. А я напомню, что стадион-то у нас вмещает 4000, то есть основная трибуна рассчитана на 1000 зрительских мест. И еще вот мобильные выдвижные трибуны, они могут вместить дополнительно 3000 зрителей. Ну и вот раз за разом у нас запускается волна, что мы можем часто видеть, например, на таких масштабных спортивных форумах, как на чемпионатах мира по футболу, да. Ну или сейчас Евро будет, актуальнее будет сказать то, что на чемпионатах Европы, да. Ну и сейчас, да. Талисманы призывают, да, вот, запускают эти вот волны. Ну и пользуясь заминкой, давайте мы вернемся к нашей истории. Напомним, что родоначальником является Афанасий Егорович Алексеев. И первое крупное мероприятие в республике, которое проводилось в честь исторической личности, это спартакиада игры Манчары. Соревнования по национальным видам спорта среди 3 поколений спортсменов прошли по национальным прыжкам, борьбе по сагай, перетягиванию палки, беговому спорту и стрельбе из лука. В то время участниками были юниоры 16-18 лет, взрослые 19-25 и ветераны старше 30 лет. В первой спартакиаде приняли участие 253 самых лучших спортсмена из 12 районов республики. Вот если сравнить, да, во сколько? Почти в 8 раз увеличилось количество 21-й спортсменов. спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары приглашаются министр спорта Российской Федерации Прямо сейчас Олег Виктор нам Васильевич объявляет о том, что Матыцын. для открытия, торжественного открытия 21-й спартакиады приглашается наша официальная делегация, официальные лица, среди которых министр спорта Олег Матыцын. Также пригласили главу республики Айсена Сергеевича Николаева. Президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Ну и, конечно, слово предоставляется в первую очередь главе республики. Итак, давайте послушаем Айсена Сергеевича Николаева. Спортсмендар, спорт ветеранлары. Бука барыгытын дүңгү өрүләп Манчарыбы тонютахыллар жора киһәлә Бердигестә хәргәр үктәметнән ититик истенлек аргалыгын көмүлә. Мақтаным әді сақам ферін олықтақтырын бараларына аттырыттан горны ұлығын жонуға әргетігер. Бұл коталығыны тәриятчілерге, спонсордарға, волонтердарға әхіге күйіз күтінен, әхіге түйіні күнхіл ұдық баққағыт үлеләңіз, бәрттәқай коталығыны білімнәңіз. Пандемияны бағардыра ақсы баққағыт. Сақабы сирин бүттүүнүн өбүрүн улаңыз. Бүгүн Бердигесте Манчары ойнуларын уруйду. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, дорогие жители Горного Улуса, спортсмены, ветераны спорта, дорогие гости. Сегодня замечательный день. В 21 раз мы открываем игры Манчары.
Я от всей души выражаю огромную благодарность всем жителям горного Улуса, организационному комитету, всем тем, кто участвовал в организации соревнований, спонсорам, волонтерам, всем тем, благодаря которым, несмотря на пандемию, на лесные пожары, сегодня Бердигастях с радостью встречает наши любимые игры Манчары. Мы помним, в каких тяжелых условиях сейчас принималось решение о проведении игр вообще. И несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, мы пошли на то, чтобы провести этот праздник жизни здесь, в Бердигастяхе. Конечно, жаль, что на соревнованиях не будет зрителей, но истинные любители спорта нашей республики, конечно же, воспринимают это с пониманием. Ведь в основе философии наших национальных видов спорта всегда лежит здоровье и успех каждого человека. Я уверен, что сотни тысяч якутян и сейчас, и в последующие дни смогут приобщиться к этим соревнованиям через онлайн-трансляции. Давайте, друзья, все поддержим наших спортсменов, чтобы их дух болельщиков дошел до наших спортсменов, и они показали себя, как будто трибуны всегда будут переполнены. Как всегда, последние годы, последние десятилетия эти игры дают мощный толчок развитию района, где проходят эти соревнования. И мы видим, как изменился за последние годы горный Улус, как изменился Бердигастях. Здесь появились замечательные спортивные объекты, и этот стадион, многофункциональный спортивный зал, специальный стрелковый комплекс, новый ипподром, строятся жилые дома, активно идет газификация. За эти годы асфальт проложен от Якутска до Бердигастяха. И сделано еще много для того, чтобы жизнь людей улучшалась. Улучшалась и социальная инфраструктура. И, конечно, чтобы люди, которые здесь будут заниматься, становились здоровее, становились счастливее. Я очень рад, что на этих беспрецедентных, на самом деле не только для нашей России, но и для всего мира соревнованиях, в которых принимают участие 1850 спортсменов по 11 видам спорта, будут разыграны 259 комплектов наград. И вот на этих соревнованиях впервые у нас в истории присутствуют главные лица российского спорта. И министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матецын, и величайший спортсмен современности, председатель Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков. Это показывает, какое внимание оказывает руководство нашей страны развитию спорта в регионах, развитию спорта в нашей республике. И я думаю, что это еще один, даже не маленький, это большой шаг к признанию того, о чем говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, когда говорил о том, что национальные виды спорта из Российской Федерации должны войти в программу Олимпийских игр. И мы верим, что наш национальный вид спорта, масс-рестлинг, станет олимпийским видом спорта. Дорогие друзья, успех каждого спортсмена, успех каждой команды – это огромное достижение и района, и нашей республики. Мы свято чтим традиции наших предков, спортивные традиции нашего народа. И это значит, что у нас, у нашей республики есть большое светлое будущее. Я желаю успехов каждому спортсмену и каждой команде, и пусть победит сильнейший. Сүрбе бирис түгілетілер, манчарывы тоғынюғытуғар. Сақалы, нергетші, уруй! 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 Объявляю 21-е национальные игры Манчары открытыми.
Слово предоставляется министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцыну. Гимн Республики и России. Алексей Сергеевич официально объявил открытие игр. Ну а сейчас слово министру спорта России Олегу Матыцыну. Участники, организаторы, для меня большая честь и радость приветствовать вас от имени Министерства спорта Российской Федерации, поздравить с началом, открытием 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Прежде всего, позвольте выразить признательность правительству Республики Саха-Якутия, организационному комитету, жителям Горного Улуса, всем представителям улусов, которые, несмотря на очень сложный период, о котором Александр Сергеевич сказал, готовились к этим играм и приехали сюда. И сегодня мы видим ваши счастливые лица, видим ваше желание соревноваться, видим гордость в ваших глазах за родную землю. И поэтому мы абсолютно уверены, что ту политику уважения к спорту, уважения к культуре, к образованию, которую проводит правительство республики, они принесли сюда, в этот дом, энергию людей, которые одухотворены любовью к спорту, которые любят свой родной край, которые уважают свою историю, которые стремятся к победе. И я абсолютно уверен, что этот дом, он будет жить этой энергией и даст жизнь многим звездам спорта. И не менее важно, что в этом доме будут жить дети, будут жить взрослые, и для них это будет очень важным местом, через которое они будут нести ценности здорового образа жизни. Мы с вами встречаемся в очень важный период, предшествующий Олимпийским играм, и я абсолютно уверен, действительно, ту энергию, которую получили мы, как руководители штаба олимпийской подготовки, энергию передадим нашим спортсменам, и мы будем надеяться, что все дни подготовки к Олимпийским играм и проведения Олимпийских игр вы также будете поддерживать нашу команду, и, безусловно, эта энергия поможет нашим спортсменам успешно выступить на предстоящей Олимпиаде. Я желаю всем здоровья, благополучия, процветания республики, красивых побед и удачи всем. Россия вперед! Уруй! 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 Айхал! 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 Ну, где вы еще такое увидите, да, что министр спорта России вместе с участниками спартакиады, да, вот Уруй Айхал, да. Ну а сейчас слово имеет президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Уважаемые участники, судьи, волонтеры, члены организационного комитета, почетные гости, жители республики. От имени Олимпийского комитета России я рад приветствовать всех вас на церемонии открытия 21-й спартакиады игр Манчары. Уже через несколько недель многие из вас, сидящие сегодня здесь на трибунах, прильнут к экранам телевизоров для того, чтобы поддержать, поболеть за олимпийскую команду России. А сегодня мы находимся здесь, чтобы поддержать вас, дорогие участники. Основатель современных Олимпийских игр барон Пьер де Кубертен ставил перед собой задачу сделать через спорт мир лучше. И я уверен, что такая задача по плечу каждому из сидящих здесь сегодня на трибунах. Я уверен, что главные олимпийские ценности вы разделяете, как и все олимпийцы мира. Это уважение к сопернику, дружба и стремление к совершенству. Я уверен, что сегодня будут победители этих игр, но точно не будет проигравших. Удачи всем участникам! Слово предоставляется главе муниципального района Горный Улус Никите Викторовичу Андрееву.
Тыктаваллах Айсен Сергеевич, Олег Васильевич, Станислав Алексеевич, күнді горный улуғын жона әргеті сақабыт сірен спортивный командалара, судьялар, тренердар, культурный программаға кыттар, беге бір дойдылақтар бұд. Онна бұ куярныңы, телевидениеніңі көрір, сақа сірен ұлықта оқтыры. Әгіне бірігітін, горнай ұлығын жонын сәргетін атыттан, бейге ұлыс бұтығар, бірдегесті әқі, манчарын үтігар кәлбекетінен, істің ағырде болуқтың. Төт сыл аннарат түгер, хүрді әқтің ағыннақ, алта ұрыйоны күтті, илін кәлін түсіген, спорт министерстветін, республика халтатын бұхарытынан, бұ оню бәржігесті әққа ұтыларын қас бірді горны ұлығын кейті, үйері көті істебіті. Онтан сағалан бұ кәмге республика бұд Илдарханын анал бұхарытынан, бігергеммет бұлан бұхытынан үгіс әлбәқ тұтулар бәржігесті әқпет, үйнер сайдар үлеті қамнаға ұйтылынна оны қас бірді республика кейті көрір істер сәргір. Бейге мұңыры соқ мақтал бұтын түгеннен тоғынан тердер бітін көңіллән. Сақабыт сөрен Илдарханыгар Айсен Сергеевич Николаевка. Республика бұд Манчары онютын ұйтар организационный комитет Салаячы Местников Сергей Васильевичка. Спорт министерство тігер Иннокентий Юрьевич Григорьевка. Қас бірді бұтәрәхіні үлелеспет, чуғахаппыд, рабочий комиссиялар үләхеттерегер, жонугар сәргетігер, Биллен тұрар, горны ұлығын, олықта ақтырығар, барға мақтал болуқтың. Беге бұ онюны ұйтар бұтығар, қас бірді спортсмен, қас бірді ұлыстан нәхілектен, қайдағары үшігейдік ұйтылларай, қайдағары мен үшігейдік күттайымының ден, беге ұлыспыз командата көйдерден, кәлен олыр-олырттан сүргебет көтеғыллар. Илі қарақ бұтынан бастың спортсменлері көрір бүтіттен, санабыт көтеғыллар, дуғыбыт үйерер көтер. Күнді спортсменлер әйге бұл стадионға, горны ұлығын спортивный объекттергар, саңа рекордары олық тұр күтігар, көйер күтігар, қотор күтігар бағарабын. Қас бірді кетігер, сақа серін олықта оқтырығар, телевизорныңы, куяр сетіменніңі, бұню әйгетін, әйеқә терділерін, бағасан абын тердебін, барыта әтәңгі болын, доровай болын, горны ұлығын сірет ойдута, әйеқә үтуеннен, сырдығынан, кіреннен әрісі жайдын. Манчары оню тұғар, Уруй! 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 Сақабыт сірігер! Уруй! 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 Республика бұд Илдарханыгар! Айсен Сергеевич Николаевка! Уруй! 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 Айкал! Пусть наши игры несут... Это был глава горного улуса Никита Андреев. Он пожелал каждому спортсмену силы духа, крепости, силы, крепости и, конечно же, новых рекордов.
И добавим то, что специально к этой спартакиаде было много спортивных строений, в том числе этот стадион Чепчал, многофункциональный спортивный комплекс, многофункциональный спортивный зал, универсальная площадка и мини-стадион. На каждой площадке ежедневно будут проходить соревнования. Также прошла реконструкция ипподрома на радость всем детям и жителей. Построены новые скверы, мост через речку Мата и площадки. Также к осени планируется сдача универсального стрелкового комплекса с интернатом на 50 мест. Ну, действительно, в своем выступлении, да, в своей речи Никита Викторович, он отметил то, что построен ряд современных спортивных объектов специально к этим Манчаре. Действительно, он выразил надежду, то, что в этих новых объектах будет поставлено много рекордов и спортивных достижений. Ну что ж, мы приступаем к театрализованной части торжественной церемонии открытия. И могу с уверенностью сказать, что нас ждет очень и очень интересное, зрелищное зрелище, в которой будет отражены особенности культуры, да, вот истории, все особенности, связанные с горным улусом. Давайте посмотрим. Сразу хочется отметить, режиссером всей постановки выступил Руслан Тараховский, сценарист Яна Байгажаева и главный художник Екатерина Шапошникова. Ну и продолжая разговор, да, дорогие друзья, магии чисел, мы говорим о том, что в 21 веке, в 21 году, 21 по счету спартакиада. И в 21:00, дорогие друзья, у нас началась торжественная церемония открытия. И сейчас вот мы видели, как на поле, да, вот вышел диджей Айтал Уран. И он... А шел он не просто так, а под художественный свист. А свист не просто так, а мелодия песни Семена Данилова «Родина моя». Улуу тайгалар, улууга суук туңаттар. Онно кыртас каялар, саскы токсун
Ну и мы видим то, что диджей Айтал Уранов присоединился. Хамусист Ниргон Пахомов. И у нас появились 5 героев. Ну и давайте наблюдать, какой же путь пройдут 5 главных героев этой театрализованной постановки. Себеттәк болан тыллын. Күнін сирин таптан ыллавыт боллаққына, күн айы күні гытта әнтиллен. Өбігелерген керес тәбідебіт боллаққына, келеркен чәрі өпчаққар кәретік ақтылды. Бар жонун туғығар олар бұд әміт боллаққына, бар жонун кәқтібәт кәс қылығар дора ұйы. Onuğun toygununu uqtanan, sanasa sararayan, samdabat sargılaq, sakuran kaya bol.
Хочется отметить то, что только что прозвучало стихотворение народного поэта Якутии, выхода из горного Улуса Семена Данилова. Сейчас на ваших экранах Бай-Баянай благословляет главного героя действа. Эскелдеки жылуға оларуққа кәрәтек, ұтылыбыт онығыз, ұтылыбыт оқ күрдік. Оқсуғыққа күннәті олық ең құғыннық, ұтылыбыт онығыз, ұлырғылы оқ күрдік. Күчімеғай кәмнәрі өстік көрістірірдік, ұтылыбыт онығыз, сылын бұлбұт оқ күрдік. Ну и получив благословение, наш главный герой поднимается на каменный утес и стреляет. И вот мы видим, как на экранах, да, мы видим полет стрелы через различные страны. Мы видим там и Соединенные Штаты Америки, видим Китай, видим Англию, Лондон, видим Дубай, и Японию, и Россию также мы тоже можем заметить. Barıta min doydum sakam sire. Bu ülküm üylüle halastar, bu sahıl sıhılar tolanlar, bu kömüs üktelle hayalar. Barıta enebet min doydum, barıta min doydum sakam sire. Bu miçil küntühen satabı, kengten keng orgalaq sir doydu. Bu kehter dentili satabat, barıta enebet min doydum, barıta min doydum sakam sire. Ну и сейчас мы видим, как множество людей выбегает на футбольное поле стадиона Чепчал, образуя вот этот вот красивый символ. И хочется добавить, что вместо нашего хомусиста, да, Нургуна Пахомова, сейчас на помосте уже стоит Елена Березовская. Скрипачка. Ну и давайте послушаем, что же они нам предложат, дорогие друзья.
выходят главные герои. И обращаем ваше внимание на цвета камзолов. Это цвета 5 разных расцветок Олимпийского кольца, которые олицетворяют: черный — это промышленность, синий — науку, желтый — экономику, зеленый — экологию, красный — искусство. Это направление, по которым будем развиваться. Да, дорогие друзья, призываем вас обращать внимание на вот такие вот детали, да, цвета, цифры. Ведь организаторы действительно вложили каждую вот такую вот, казалось бы, мелочь, да, большое внимание. Ну, давайте продолжать наблюдать за ходом истории, да, за этой историей наших главных героев. Sorok sirinen eğimlenen, sorok sirinen kargılanan, kırtastarı kaya süren, kılıgırayan kalıgırayan, min üregim, manı maatta, min oğuz aspın sanatan, eciger, sinediger, elestenen kiren tüyer. Онтон сине талбария. Ну и сейчас мы видим, как наши герои, да, встречаются с Матта Эбеахатун и поклоняются госпоже Матта. Ну, мы подчеркнем, что вот Матта, это, ну, она является, это речка, которая является главной водной артерией горного улуса. И впадает она в реку Синяя. Min köh mattam, min bilgin. Arıttılay bu sürekler, en sürgün sayan kirer. O çoğu ce sebenkeler, o sürenten erçimeren. Buğum duyar mumur tügenler, en köh otun sıtakeler. Sırdı kulak, ürdük günler, tübelergin telinlere. Туманнар бөт пайғал құрдук, тонылыяр көғінен. Мен энні бәр саты күннік, серттен синем көхінне. Ақтылған ақ күн иебер әргеллен ербіні. Үйерен өе тәбәр сүрәғім әппей бәқті. Сине бәм, бүгін тием қаптағастақ түбәғар. Оран қырғын чор қолығын өр ихиллен олыруым. Умсы түхен уғын ем, ұтап бұтты әлбәғі. Көрсі чумпу сөңін тұран, ән ұрсуңын одуым. Tübelergin yöl süteri, kıhın mağan kıbbay bolan, kıdıllar gün gergederi. Arıt bayanay bolamın, bul çuttargın bayın bultum. Ürün kara kılan akın, ülüskenlik doğurudum.
ejibit sine ebe koton nöryen nörgöy en bikki kiyen element uana bıtıgar kömüllük köçüyen ulapıt kömürçi çahtırı bıyat uyalarıktan kötürkemlere kelbetinen kanıl kanak ersürekte ütüken uçatlarga keregen bualalların kömülle algıskın ana baltılarım matta onna sitte koduttar ehgit ılgıtın bıhagınım du algım bastığın anatağım boluktun toyugum toygunun toydağım boluktun ala ceneterinen al ot ottun altan sergen yanyan bolar küngüt jılgıt oljastı ürdük jolgut tos koydu Ural kaysaha ucordara Tommutu irerer açık tabıdı atar tıkmanı yıl bolun Ulu üre hutun kurdu ustan barammat uygubuyan olohtonun Ağıt soğun utun tolu kutugar deri arası batatastı Тоғыз соң утун толу кутугар дери, тонолуй бат, догорду болу. Мы слышим прямо сейчас благословение реки Синяя в исполнении артистки Саха-театра Нурбуяны Шадриной. Также в представлении мы видим использованы костюмы легенды якутской моды модельера Августины Филипповой. Каждая из ее моделей раскрывает глубокий философский замысел автора, который влюблен в природу якутского края, в традиции и культуру своего народа, которая очень перекликается с замыслом режиссера, авторов данного представления. Ну и мы видели, как наши опять, главных героев получили чораны от невест. Ну и давайте смотреть, что же будет дальше. Государства қан бағарар сарсыңыдығар бүк әрелләк болы. Қая бағарар саңа үртелге төлөкөтен тақсы, наукаға тирағарарын бұйтынан, келеркем технологияларын олуттарын оңырын, өй бүт санабыт тағымын, атын кәрдиске тарық тұстақпыт. Дойдубут сайдытыгар иделех кихи жоғыра, билиите көрүйте онна сатабыла, кихи капитала, экономика бұт тұтағы ресурсата. Бұл ырасанабытын олыққа келлерерге бихиги жылуғық, күйіспітін оқпытын уыроқ тұстақпыт. Промышленность көмөтүнен бихиги сақалар олықпытыгар жағықпытыгар сайды саңатағыма кейлерін қачияқпыт. Мәлік сектен қостонор бай бұтығар терағыран атыны әргені, тұтуыны андойды тағымығар тағарар суолу тобыл оқпыт. Түң бұлыр ғыттан, сақалар етеғалбет айылғабытын күттабысты спат сетімнәқ. Онон, ия айылғабытын, ұрас улақ әбелер бітін, кәнеғас көйтчакка жанырдақты көрін қарайын тұттарар үтік киеспет. Культура уанна искусства, ки ырасанатын ес тұрғын сағылан үгістері үйетітер улахан күйіс болар. Қанлық бағар народ тылынан кәрі,
Terabit terit tılbıt barın tukarı, behige omuk bığıtından üynekpet saydakpet, ennikilak bolokpet. Наши герои, да, вот только что выразили пожелание развития нашей родной Якутии по всем направлениям деятельности. Это по экономику, по промышленности, развивать родной язык, культуру и искусство. И, конечно же, не забывая при этом про семейные ценности, что мы сейчас видим. Благодаря вот выходу детей, да. Действительно, цветы жизни, которые очень украшают нашу с вами жизнь, и, конечно же, это представление. Ну, как я понимаю, сейчас будет новый блок и будет представлен какой-то новый танец. Кинилер сахара манқай бұтастара, қайлар қардырығар қолауын ақтыр. Дүбікті қолау көстібет массуқата, сирейдерін діреңнікті қорый бұд. Үй, күн, сұлыстар, арас алтыларын кинилер әндеппәкке білелер. Айылға оларас алтыларын аттаран, ардағы, құраны, ағы кәпсейдер. Чарапчылана анаран, кімді көрбәт бұрағын көрөллері. Үчігей көрдіқтеріне ол кірдіғастар, оғылу үйерен серейдейін сықтылды. Кімді бұл? Ну и сейчас мы видим, как на арену действий, да, вот выходят 5 старцев, и у них всех за спиной находятся книги, на которых изображены лица философов, мудрецов, Конфуция, Яксекюляха, Сократа, Амара Хаяма, Ломоносова. Ну и видим, как дети с большим интересом подбегают к старцам. Тут тоже, как мы говорили ранее, везде символы. Наверняка все услышали стихи Семена Данилова о старцах, под которые зашли старцы.
Артур Кларк. Прямо сейчас дети читают афоризмы, написанные философами. Авторы хотели донести нам любовь к чтению, что воспитание, любовь к книгам надо прививать с самого детства. Из уст будущего поколения, из уст детей звучат мысли великих философов и мудрецов на стадионе Чепчал сейчас. Ну и передав знания, старцы покидают поле. И вновь лук на ваших экранах. Обращаем ваше внимание именно на этот атрибут. Река Синяя передает главным героям лук, уже серебряный. Да, я думаю, дорогие друзья, вы это прекрасно заметили. В первом случае, когда главному герою был передан лук, он был, самый обычный, да? Деревянный. Да, сейчас уже видим серебряный лук. Это серебро, конечно же, у нас очень тесно связано с историей и культурой нашего народа. И видим, как главный герой получает благословение, вместе с ним серебряный лук. Ну и видим то, что диджей тоже преобразился. Осеребрился, да. В начале действия мы помним, что он был одет в самую обычную одежду, футболка, и брюки, а сейчас мы видим тоже какие-то элементы, похожие на серебро. Ну а наш главный герой вновь отправляется, как я понимаю, на скалу, откуда будет уже стрелять во второй раз. Покорять следующий пьедестал. Да, в предыдущий раз, его стрела, мы видели, она пролетела через страны, мы видели Англию, США, Россию. Посмотрим, какой путь сейчас проделает стрела на сей раз. На сей раз стрела пролетает над Ленским мостом, над парком будущих поколений, над самыми масштабными строениями. И пролетев такой путь, стрела вновь попадает в самое яблочко. Думаю, тут важно отметить, название танца — танец строителей. Мы видели, над чем же пролетала стрела, это главное строения, которые у нас ведутся и будут вестись. И, собственно, танец строителей начинается вот с таких звуков бас-гитары. И видим духовые инструменты. Давайте посмотрим. Прямо сейчас перед вами выступят артисты Якутской филармонии. Также на церемонии открытия будут артисты Саха-цирка, Саха-театра и отдельные артисты.
сейчас мы видим, что наш диджей передает уже третий лук в руки нашего главного героя. И этот лук уже футуристичный такой, да, совсем уже. Нано-лук. Да, нано-лук с применением вот самых, создается такое впечатление, что этот лук создан с применением, да, вот самых каких-то современных материалов, использованием. И тут хочется отметить, напомнить то, что 21 год у нас объявлен годом науки и технологий. Действительно, тут в каждой детали свои символы. Ну и наш главный герой тоже, его одежда. Вот мы видим, да, столы с робототехникой. Это, конечно же, сейчас речь у нас идет о технологиях будущего, о том, что эта сфера у нас, конечно же, активно развивается в республике. И вот это футуристичный такой лук, связанный именно с этим. Ну что ж, третий выстрел. Хочется отметить то, что при общем кадре будет заметно то, что 4 стола будут стоять вместе, на которых расположены вот эти нано-современные штуки, которые символизируют наше развитие. Тут замысел автора в том, чтобы, не забывая свои традиции, своих предков, мы должны идти вперед к развитию. Диджей наш уже весь роботизировался. Но действительно, получается, мы прошли как сквозь года, да, вот начиная от традиции, вот мы уже с уверенностью смотрим в светлое будущее. Попадаем прямо в мишень. 3 выстрела. Это был, напомним, деревянный лук, серебряный лук и третий нано-лук на ваших экранах. Ну и сейчас мы видим Кантоев, да, прославленный спортсмен, принесший множество побед для республики, ну и, конечно, в частности, для горного улуса. Герман Кантоев является уроженцем данного улуса. И мы видим то, что он скачет на белом коне, держа в руках лук. Стрелу, конечно же, извиняюсь, стрелу, запущенную нашим главным героем. И мы видим, как Герман Кантоев скачет вдоль вот площадки, где происходили все наши... Если мы говорим об уроженцах горного улуса, вот тут хочется отметить и лучницу Устину Тимофееву, Устинову, которая тоже... родиной которой тоже является горный улус. Немало принесла нам Кристина медалей, побед, радости. Думаю, все еще впереди. Да, горный улус, родина чемпионов. 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары, зажженные в родном Аласе Василия Федорова Манчары Арылах, прибыл на стадион Чивчал села Бердигестях Горного района. Руководитель эстафеты огня Дмитрий Горохов, заслуженный работник физкультуры и спорта Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Верхоянского района. Огонь 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары передается Герману Кантоеву, мастеру спорта международного класса России по вольной борьбе, заслуженному мастеру спорта Республики Беларусь, Ну и сейчас чемпиону мира. огонь будет вручен Герману Кантоеву. И у нас
совсем скоро уже будет зажжен огонь игр. Герман Кантоев, конечно, это наш прославленный спортсмен, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, чемпион мира, призер чемпионатов РСФСР, Российской Федерации, серебряный призер чемпионата Европы, Кубка мира, участник Олимпийских игр в Сиднее и в Афинах. Ну и видим, как наш прославленный чемпион, удостоившийся права первым принять эстафету, отправляется с огнем далее. И прямо сейчас Герман передает огонь игр Манчары Диане Адальска, мастеру спорта России по легкой атлетике, мастеру спорта Республики Саха-Якутия по якутским прыжкам, члену сборной команды России по легкой атлетике, победительнице первенства России по легкой атлетике среди юниоров, неоднократной чемпионки всероссийских республиканских соревнований по легкой атлетике, чемпионки 20-х юбилейных игр Манчары. Множество, конечно, надежд, да, связаны вот именно с Дианой Адальска, перспективная спортсменка, олимпийская надежда. Вот сейчас, получив факел от рук Германа Кантоева, продолжает эстафету огня, но вернее завершает. Эстафета у нас началась в Мегино-Кангаласском улусе. На родине да, Василия Манчары 4 июля и сегодня достигла села Бердигистяк. Ну и сейчас факел будет передан Василию Пахомову, кандидату в мастера спорта по вольной борьбе Советского Союза, чемпиону первых игр Манчары среди юношей в 1968 году. Тогда вот игры Манчары прошли в селе Мая Мегино-Кангаласского улуса. У нас Василий Романович является трехкратным призером чемпионата мира среди ветеранов по вольной борьбе. И Василий Романович передает эстафету огня следующей спортсменке. Это Илона Винокурова, мастер спорта России, мастер спорта Республики по северному многоборью. Илона является многократной чемпионкой республики, призером чемпионатов России, чемпионка 20-х юбилейных игр Манчары, уроженка Нерингринского улуса. Нерингринский район. Ну, с минуты на минуту, дорогие друзья, будет зажжен огонь 21-й по счету спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Дорогие друзья, все с волнением продолжаем ждать кульминации церемонии открытия. И сейчас Илона Винокурова подбегает следующему участнику эстафеты Ивану Пестрякову. Он у нас является мастером спорта республики по якутским прыжкам, многократным призером чемпионатов Якутии, также победителем республиканских турниров по этому виду спорта, абсолютным чемпионом юбилейной спартакиады по якутским прыжкам. Он у нас представляет Усть-Алданский улус. В эстафете, как вы поняли, дорогие друзья, принимают участие люди, внесшие неоценимый вклад в развитие якутского спорта, национальных видов спорта, либо же молодые люди, у которых все еще впереди, да, но, несмотря на это, уже имеют впечатляющие показатели и громкие победы. И Иван Пестряков у нас подвигает к следующему участнику эстафеты. Это у нас Джулустан Наговицын, уроженец горного улуса, мастер спорта России международного класса по масс-рестлингу, мастер спорта республики по национальному многоборью, чемпион России и мира по масс-рестлингу. Джулустан является призером Ну и он уроженец горного улуса. Хозяин да. нынешних игр. Вот в случае
с Джилусом, да, вот говорят, хозяин помоста. Но сейчас он не соревнуется по массу-рестлингу, он хозяин этих соревнований. Представитель команды хозяев спартакиады. И сейчас Джилустан Наговицын передает факел Олегу Чернову. Олег — мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта республики по борьбе Хапсагай. Также в его активе серебряная медаль чемпионата мира по пляжной борьбе. Также он поднимался на высшую ступень чемпионата республики по борьбе Хапсагай. Он является чемпионом 7-х спортивных игр народов республики, также призером 18-х игр Манчары. Является он уроженцем Тампонского района. Это был Олег Чернов, и далее передает он следующий спортсмен и первому мастеру спорта по масс-рестлингу Республики Саха-Якутия среди женщин, пятикратной чемпионки России среди женщин, чемпионки 18-х игр Манчары в городе Вилюйске Айталине Колодезниковой. Айталина у нас представляет горный улус. Айталина Колодезникова направляется в сторону конечной остановки. И, собственно, да, дорогие друзья, право на зажжение огня 21-й по счету спартакиады игры Манчары предоставляется Александру Кантоеву. Если же у нас вот эстафету, вот, скажем так, да, внутри Чепчала начинал Герман, то, как я понимаю, эстафету у нас завершит его брат Александр. Ну, Александр Кантоев, конечно, наш тоже прославленный спортсмен, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, победитель первенства России и мира среди юниоров. Также в его активе победа на чемпионате России, датированная 2002 годом. На его счету, помимо этого, бронзовая медаль чемпионата мира. Он является трехкратным призером чемпионатов Европы. Также он является обладателем Кубка мира в личном зачете, призер Всемирной универсиады. Все это касается послужного списка Александра Кантоева. Ну что ж, Александр поднимается по лестнице, и остаются считанные секунды до зажжения огня игр Манчары, дорогие друзья. Ну что ж, кульминация, дорогие друзья. Александр Кантоев. Да, огонь зажжен. Ну, теперь мы можем уже объявить официально то, что 21-я спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары открыта. Об этом было объявлено официально первыми лицами республики и спортивного руководства страны. Мы увидели, как поднимается флаг. Но сейчас мы увидели зажжение огня. Вот теперь все условия соблюдены, дорогие друзья. С этого момента действительно наш масштабный праздник спорта, ну, стартовал, и нас с вами ждут впереди еще 4 интереснейших состязательных дня. Ну, хотелось бы поздравить всех любителей спорта, всех вас, дорогие телезрители, с началом действительно долгожданного события, главного спортивного старта 4-летия в мире якутского спорта. Ну и, как я понимаю, это финальный танец и киджа на ваших телеэкранах. Давайте посмотрим и послушаем. Kimga
Enge kolunun sakabın dirin. Kıhtak bolan kaygattı. Ayagas bolan sengettin. Öyünen kıyın söktürdü. Bey var bu, bey şerbet, bey bay bu, ulu can bu. Tamak bol bul korsun ağalar kalır bıttır kovun ağzı karıştır kabelekleri. Kömüs göka amuk butun dilinleri ödüyor ağzın duru kurdu kancarını. Kancarını. Duru kurdu kancarını. Kancarını. Duru kurdu kancarını. Kancarını. Duru kurdu kancarını. Kancarını. Duru kurdu kancarını. Orang hayamuk uakta tutulun tutuhan direğim uyuhatın tarin öbügem tunan toyum. Orang hayamuk uakta tutulun tutuhan direğim uyuhatın tarin öbügem tunan toyum. Orang hayamuk uakta tutulun tutuhan direğim uyuhatın tarin öbügem tunan toyum. Oydum durar omuk bun öbügem tunan algığım. Bey var bu, bey şerbet, bey bay bu, ulu can bu. Tavuk bol bul korsun ağalar kalır bıttır kovun ağzı karıştır kabelekleri. Kömüs göka amuk butun telinleri ödüyor ağzın duru kurdu kancarını. Kancarını. Duru kurdu kancarını. Kancarını. Duru kurdu kancarını. Kancarını. Duru kurdu kancarını. Kancarını. Duru kurdu kancarını. Ну что ж, дорогие друзья, такой получилась у нас торжественная церемония открытия 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Как мы и говорили в начале нашей трансляции, зрелище действительно получилось. И на фоне 5 олимпийских колец хочется завершить лозунгом данной спартакиады от игр предков к высотам Олимпа. На этом у нас все, дорогие друзья. Игры Манчары открыты. Впереди у нас праздник спорта. Все только начинается. И желаем вам здоровья, дорогие друзья. Занимайтесь спортом и следите за ходом наших комплексных соревнований на наших телеканалах, дорогие друзья. Для вас у микрофона работали Власий Сергеев и Мария Павлова. До скорых встреч в эфире. всего доброго. Спонсоры трансляции 21-й спартакиады игр Манчары. Республиканская ипотечная компания «Якутский фонд недвижимости». Группа компаний «Колми». Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Алмаз Кредит Сервис». Круглогодичный тепличный комплекс «Саюри». Сеть